Залазит на подоконник, снимает этот крымский флаг, они еще внизу, эти самообороны, и бросает им вот так на голову, вот так вниз. Мы были очень обеспокоены, что Крым может перейти опять под власть России. Россия – это уничтожитель нашего народа. Отчаяние было такое, что взять, сесть, поехать. Ну, а потом здравый рассудок говорил, ну что ты, тебя на границе тебя не допустят даже до тела родителей. Он был коммунистом, в друзьях с руководителями Крыма, полгода сидел в камере смертников, весной его расстреляли. Заработал 1500 рублей. Мечтал все время купить там мотоцикл Ява. И вот отец мне этот, знаете, такой, а ты Крым не хочешь увидеть? Моя одноклассница потом мне вспоминает, встал с такой обидой, говорит, глаза налились слезами, говорит, да, хочу, но только в Крыму. До полной победы, пока Крым не вернется в состав Украины. И в это мы верим. Вот это здание, да, фонда Крым, где располагался Меджлис крымско-татарского народа, это было до осени 2014 года, пока нас не выдворили из здания. Флаг висел, украинский флаг, крымско-татарский. 3 раза это снимали украинский флаг, и 3 мы его возвращали на место. Вот это... Ага, это когда они обыски проводили. У нас же пришли с обысками, 9 часов проводился обыск Меджлиса. Вот, и они с такими крупными силами пришли. И вот они, когда нас выдворили из здания и взяли под охрану российской полиции, здание у нас они забирали как нарушение содержание зданий охраны памятников. Такие были. И вот они во что превратили это здание со временем. Вы посмотрите, этот русский дух, который они говорят везде. Вот. Вот было какое здание, и вот оно какое стало. За 11 лет. Если показать, что внутри делается, всего этого не было. Это все они настолько они бесчеловечные, что все разбили, все поломали, разбросали, уничтожили. Просто уничтожать и все, уничтожать и все. Все украинские флаги, они все, которые у нас были, тоже затоптали там, и крымско-татарские. Первое время они ходили, просто предупреждали, надо снять флаг украинский. По всему городу флаги сразу сняли, нигде не оставили. Я просто сам не видел, чтобы где-то был украинский флаг, особенно на административных зданиях. А потом я узнал, что Балух там держал флаг. У нас прямо в центре города, на здании, вы видите, висит. Я не снимал, я говорю, не буду снимать. Просто так. Потом устроили первую провокацию, отряд самообороны прибыл. Я, главное, выехал по вопросам фонда, меня пригласили. Или все, договоренность была, я не знаю. Вот знаете, я уехал, я доехал до места, куда ехал, в центр города. И мне оттуда уже из офиса звонок моих дежурных женщин. Пришли, нападают на здание. Оказывается, отряд самообороны сидел в засаде там. Когда я уехал, а там я уезжал, и полиция была официально в форме, да, так сказать, на машине. А они молчали, полиция. А эта самооборона пришла с лестницей, начали ставить лестницу. Вышли наши женщины, мой бухгалтер, помощница Мустафы Джемилева, потом работница наша одна, кстати, Зодия Салиева, она знаменита тем, что ее сыну 17 лет дали, он сидит в России. И они вышли, они начали сопротивляться, их растолкали, грубо разбросали женщин.
И один мужчина проходил, вмешался, его избили. Но потом залезли и сняли его, не сломали, сняли. И на его место водрузили крымский этот триколор. Дежурный звонит, говорит, вот Зодия Салиева. Но они, говорят, вот так поменяли этот флаг, повесили туда, что делать? А я ничего не подумал ни о чем. Я говорю, сними, выброси, я говорю, я один украинский, у меня там на складе есть. А я еду, тороплюсь, еду, ну, пробки. Она берет этот украинский флаг, достает там новый, залазит на подоконник, это фотография, снимает этот крымский флаг, а они еще внизу, эти самообороны, и бросает им вот так на головы, вот так вниз. Ну, это подвиг, я считаю, незамеченный почему-то и невознагражденный. Эта женщина действительно заслуживает награды. Такая смелость и дерзость. Она могла сама упасть в окно, выпасть, там очень неудобно. И еще прямо им на голову этот флаг. Они опешили. Они не смогли больше повторить свою провокацию и поставить лестницу и опять вставить знак. Они взяли и ушли. А она водрузила украинский флаг. Потом впоследствии было ночное нападение. Люди в масках, балаклавах, трое, вооруженные. Видно было в руках пистолет у одного. Но они такие подготовленные были. Они быстро по этим трубам залезли, знаете, как эти... как спецназ. Они тогда сломали этот флаг, вот, вышли, забрали и унесли. Просто унесли украинский флаг. Есть у нас там мой помощник, недалеко живет, я ему звоню, флаг надо ставить. И вот он ночью приходит, туда лазит, и до утра флаг уже утром украинский опять на месте висел. Ну, еще одна была такая провокация, это такая неожиданная, когда некто из нашей среды снял флаг. Я сейчас не буду озвучивать фамилии, придет время, и фамилии озвучатся. Снял флаг этот, и не просто снял, сломал украинский флаг и закинул, и даже этих охранникам моим сказал, вот этот, Реза знает, типа этого, и ушел. А мне они позвонили, я говорю, срочно, опять, это было в 11 часов ночи, он опять пришел, вот этот, пока отковырял этот сломанный, этот опять поставил флаг. Вот так трижды наш флаг, это украинский, снимали, знаете. Кроме этого были взрыв-пакеты, просто в дверь открывали, забрасывали какие-то взрывные эти самоделки. Ну, они... Особых повреждений не было, это больше для морального страха было. В сентябре, в конце сентября, в начале октября нас уже окончательно пришли судебные приставы с силовиками, с вооруженные, и сказали, что все, уже решение, все показали, и нас просто, ну, буквально насильно выдавили. Там мы не могли ни сопротивляться, ничего там. В это время в здании находился только мой коллектив фонда, это охрана там, охранница у меня, это, ну, женщины были, да. Вот так нас выдали. Это 8 месяцев, получается, со дня оккупации мы удерживали этот флаг. Я не слышал, чтобы еще в Крыму такое длительное время в центре города удерживался украинский флаг. Это мы выдержали, да. Я всегда по этим вопросам созванивался с Мустафой Джемилевым. Он всегда говорил, восстанавливать, чтобы висел и так далее. В 2014 году, ну, я был членом Меджлиса и также занимал пост генерального директора фонда «Крым». Когда они появились, эти зеленые человечки, это для кого-то, может быть, это было лишь загадкой, но мы сразу вычислили, что это русские, что это российские войска. Ихняя тактика была нагнетать страх на жителей всего Крыма. Это балаклавы без опознавательных знаков, оружие, машины, это тентованные. И вот этим самым они запугивали. И 27-го
Они в эту же ночь они уже все заблокировали Совет Министров и Верховный Совет. Вооруженные зашли, уже самооборона на площади Ленина, на автобусе, там полностью вооруженные, в балаклавах. И начали по всему городу расхаживать. До этого у нас был 23 февраля день Номана Челебиджихана, но он прошел нормально. Мы там шествие сделали к Верховному Совету. Мы опять отстаивали интересы Украины. Всегда говорю, вот под Верховным Советом интересы Украины в подавляющем большинстве отстаивал Украину крымско-татарский народ. Мы были очень обеспокоены, что Крым может перейти опять под власть России, потому что Россия – это уничтожитель нашего народа. С 1783 года, после аннексии Екатериной Крыма, опять же, различными хитрыми путями, не соблюдая договоренности международной, она аннексировала Крым и создала такую жизнь в Крыму, что несколько миллионов крымских татар вынуждены были покинуть Крым и переместились в Турцию, Румынию и в другие европейские страны. Это было вынужденное переселение, и они это заставили. И мы это по истории знали, как мои деды рассказывали мне, что больше 3 не собираться. Вот это изречение, это оттуда возникло, потому что больше 3, если они увидят, что собирались вот, при Екатерине, когда они оккупировали Крым, они начинали их избивать, они их начинали репрессировать, и прочее. Вот в январе 15-го где-то, да, мне пришло требование все документы фонда с печати, уставные документы, правоустанавливающие документы на имущество. Все, чтобы я взял, собрал и принес там в прокуратуру. Да? Когда я это прочитал, я понял, что это дело к тому, что они уже заводят уголовное дело и все будут изымать. Все, что мог, отправил, взял печать, устав, спрятал в машину свою, и поехал 18 числа, выехал из Крыма в 2015 году. А сразу в Киев. Да, отец умер, потом позже мать умерла. Отчаяние было такое, что взять, сесть, поехать. На сердце так, знаете, тяжело же, родители, мать. А потом здравый рассудок говорил, что ты, приедешь, тебя на границе тебя не допустят даже до тела родителей, да, ты просто не пустят, а заберут и все. Для чего? Нет, я лучше буду делать что-либо в борьбе против этой путинской системы, чем сидеть, попасть в их руки и сидеть у них в кандалах. Мой дед, родной дед по отцу, он был репрессирован, да, и в 1937 году его, по справке архива КГБ, который мы получили позже уже, что репрессирован за контрреволюционную деятельность, приговорен к расстрелу и полгода сидел в камере смертников. И потом в 1937 году весной его расстреляли. Где тело, это неизвестно. Османов его фамилия была, а звали его Шевки Оджа. Шевки. Вот моя фамилия как бы от его имени Шевкиев пошла. Он был коммунистом, он был в друзьях с руководителями Крыма, по-моему, даже он в их, я не знаю его конкретную историю где, но в правительстве тоже работал, в колхозы поднимали, они все. Мой дед был учителем, не только учителем, директором школы. Он учил детей, поднимал школу. И вот так он, естественно, среди интеллигенции они старались свой народ и не только грамоте, но и поднять народное хозяйство, чтобы люди жили. И таким образом он такой участник национального движения. Тогда оно так не называлось, но они собирались, какие-то союзы, команды и пытались помочь народу. О моем деде отзывались со слезами на глазах, как он помогал людям вставать на ноги, да, помогал материально. Но, однако, вот эта вера его
обломалась тем, что вот всю элиту, всех тех, которые были на виду, просто косили, как и во всех крымских татар. Кстати, не только крымских татар. И не только в Крыму. Это во всем Советском Союзе это пошла такая чума, которая, значит, сталинизм, да, так называют, ежовщина называют, как угодно. И вот его вот по такой статье приговорили к смерти. Вот, ну, вот так. Однажды, вот 18 мая 1944 года, 4 утра, всех начали будить, 15 минут на сборы, брать один узелок с собой. И кто задерживался, пинками, прикладами выбрасывали людей и загружали на машины, студебекеры, эти, кстати, американские, да, в них загружали и везли Бахчисарай, станции Сурень, тогда его Сирень называли, сажали в вагоны, в поезда и отправляли неизвестно куда, никому ничего не говорили. Просто там некоторые более злые такие орали, что предатели, предатели, вот это все время звучали. И за это особенно более крепких мужчин они били. А фактически там у нас оставались женщины, дети, старики. Потому что мужчины все были призваны в армии, все воевали. Мой отец попал в Самаркандскую область, там был зерносовхоз Галярал. Ну, они всей семьей туда попали, и вот там они, их бараки загнали какие-то, они там жили, ну, строились, обустраивались. Его сестра умерла, у матери братишка умер. Там, если кто-то заболеет, то всегда смертельный исход был. И даже подозревали, что в больницах, ну, так лечили, чтобы они не выживали. Такой был, молва среди народа шла. С детства я все время воспринимал, потому что все время от бабушек, от дедушек я слышал про Крым, я слышал, как они рассказывали о родине. И всегда хорошо. Кстати, многие потом в промежутках разговора, да, я слышал, что как вот эти голодные годы, как тяжело было, как люди из села уходили, да, потому что у нас лесная зона, еды нету, зерна нету, и они уходили в степную зону, там сеяли пшеницу, и там могли надеяться на горсть пшеницы или ячменя, из которого сделать хлеб и так далее, чтобы не умереть с голода. Отец рассказывал, говорит, мы, говорит, собирали яблоки, груши обязательно с дерева, и вот мы, пацаны, лазили, срывали этот плод, руками приносили, заворачивали в какую-то бумагу, говорит, и в ящики складывали все это, заколачивали. А когда спрашивали, а куда это? В Москву, в Москву. А мы сами, говорит, не могли взять эту грушу или что поесть. Вот такая система была. Нам доставались, говорит, или такие подгнившие, или упавшие уже вот могли. А так, вот такая жизнь была. Но они это все забывали и говорили только о хорошем, о красоте и так далее. Впервые в Крым я приехал после армии. Я приехал из армии, я работал на авторемзаводе и заработал 1500 рублей. Это была очень большая сумма в 1974 году. Да? Мечтал все время купить мотоцикл Ява. И вот отец мне знаете, такой ход конем сделал. Говорит, а ты Крым не хочешь увидеть? Я говорю, как не хочу? Конечно, хочу. Ну вот, говорит, у тебя деньги есть, говорит, возьми маму и сестру и отвези их в Крым. И сам, я забыл про мотоцикл и повез их И вот мы в 1975 году, я впервые вместе втроем приехали в Крым. Она мне показала село. Я все это видел. Там еще село существовало. Дома эти стояли, жили. Ну, поселенцы это в них жили. Это меня, знаете, поразило. Это все, это зелень, это нетронутые леса, это свежесть, это красота. Я вот воспринимал это как красоту. Потом поехали в Ялту, это море. Ну, все мне нравилось. И, естественно, я проникся такой, знаете, любовью, да, уже юношеской к родине, что когда где-то уже, стал постарше, я институт закончил, уже работал инженером, и
И мне, когда инициативная группа, это было, по-моему, в 83-85 годах, но предложили участвовать, вот собираемся мы там обсуждать вопросы возвращения. Я, не раздумывая, присоединился, ходил, слушал старших, как они говорят, что говорят. Ну, вот так и вошел я в национальное движение, да. Всегда, вы знаете, у меня с детства это было Я помню, у нас где-то в 5 классах, да, проходил какой-то опрос проводили. Пришли какие-то с блокнотами, поднимали крымских татар, кто в школе, в нашем классе, и спрашивали: вы хотите учиться на своем родном языке, да? А моя одноклассница потом мне вспоминает, встал с такой обидой и говорит, глаза налились слезами, говорит: да, хочу, но только в Крыму. Да, вот такие, они вот такие делали. Ну, они бессмысленные были, эти их списки, потому что они нигде такие классы ничего не открывали. В 91 году я с семьей в сентябре переехал в Крым. Приехал, у меня не было финансов, чтобы дом купить. Я на самострой села Пионерские пришел. Сначала сам один. Вырыл фундаменты, в цокольном этаже 2 комнаты накрыл временно, вот, временные полы, все временно, но как бы можно жить. И привез семью. Да. Мы жили в центре Самарканда, города Самарканда, в квартире, и вот когда приехали, я-то был так счастлив, что я на родине. Я каждое утро выходил и смотрел вокруг. Это такая красота, такой воздух. А жена привыкла в квартире смотреть за детьми, где была вода, все. А здесь воды нет, света нету, дороги нету. Вот ничего нету, понимаете? Ночью при свечах сидели, готовили на дровах. Воды не было, это ужас. Я привозил, заполнял какую-нибудь емкость, а зимой приходилось его разжигать вокруг костер, чтобы растопить лед. Ну, вот так жили. Ей было тяжело морально. Она вот как женщина целых полгода часто плакала. А я ее подбодрил. Я говорю: ты что? Я говорю: мы на родине, подожди, придет время. Ну, вот так потихонечку строились. Вы сейчас вот свою работу видите вот как раз как шаг к возвращению в Крым? Да, вы знаете, вот если посмотреть, вот этот шкаф полон этих судебных процессов, папки, где-то 20 вот таких папок полно. Мы судились в российских судах, затем 5, даже 6 дел подали в ЕСПЧ по правам человека, потому что везде сплошь нарушение прав человека. И они приняли в производство жалобы. А раз приняли, значит, должны были рассмотреть и дать ответ. Но вот ответа нет. Не знаю, что делать, думаем сейчас. Вот, это вот такая моя юридическая работа, да. Если про Меджлис говорить, мы постоянно все отслеживаем, что происходит в Крыму. Мы постоянно отслеживаем, что производит с теми, кого лишают свободы, и ведем борьбу за их освобождение. Постоянно ищем пути оказания помощи их семьям. Ну и кроме того, мы всегда на пульсе политики Украины и всего мира. И в некоторых случаях, когда необходимо, делаем соответствующие заявления о ситуации и так далее. Вот, допустим, сегодня очень серьезная ситуация возникла, когда договорняк, так сказать, может произойти, что Крым оставить пока типа того в России. Это означает гибель моего народа. Они сделают все, чтобы выдворить народ. Это они еще сейчас особо не притесняют, вы знаете. Потому что когда какое-то решение произойдет, допустим, мировое сообщество оставит Крым за Россией, вот тогда они начнут это делать, свою политику в выдворении. Создадут такие условия, что весь народ начнет уезжать. Или русифицировать.
И мой народ может вот растаять, потеряться и исчезнуть. Ведь нас когда-то было несколько миллионов, поговаривают, 5-6 миллионов было в Крыму. А сегодня осталось 250-300 тысяч. Кто это сделал? Это делает Россия. Только Россия. И наше спасение было именно в Украине. Вы знаете, я иногда, если Крым останется в составе Украины, проблема одна, только сесть на машину и добраться до дома, да? Если Крым по каким-то этим оставит в составе России и, допустим, снимут репрессии, политические репрессии и так далее, позволят нам, таким как я и другим, вернуться и как бы жить безопасно, условно, да. Но я все равно тогда поеду. Но невозможно жить, когда не видишь, как растут внуки. Невозможно жить, когда не заботишься о них, да. Они не заботятся о тебе. Это же вот так. И народ, весь народ там. И народ нас знает, и люди знают. И как хочется вот с ними увидеться, вот, посидеть, праздники справить, вот, как Курбан-Байрам, да. Поэтому, если бы такое было, конечно, поехал. Но я бы, конечно, не забывал о борьбе. Я бы не смог просто отойти в тени. Вел бы какую-то борьбу в той степени, в которой, возможно, позволится там. Это тоже надо учитывать. Я в это настолько не верю, что они разрешают нам беспрепятственно зайти и жить, просто не верится. Потому что путинский режим это не позволит. Это хуже, чем сталинский режим. Остается одно – до полной победы, пока Крым не вернется в состав Украины. И в это мы верим. Без веры жить нельзя. Если трезво, реально все это оценивать, то можно потерять свой дух и стремление к жизни. Это так делать нельзя. Поэтому мы настроены оптимистично, потому что мы все равно в борьбе. Вот в борьбе это здорово, и человек может жить долго и находить в этом счастье даже, могу сказать.